За 12 месяцев 2021 года в бюджет Абхазии поступило более 3 миллиардов рублей. При плане чуть больше 2 миллиардов рублей. Сегодня мы поговорим об этом и многом другом с министром по налогам и сборам Джансухом Нанба. В эфире новый выпуск программы «Амчра». Здравствуйте, Джансух Эдуардович. Спасибо большое, что нашли время для абхазского телевидения. Все-таки 2022 год вступил в законные права, и мы можем сегодня уже говорить об итогах предыдущего года. Что вы можете сказать по этому вопросу? Все-таки уточняющие по каждому району, благополучный ли год был предыдущий, и мы можем отметить, что эпидемиологическая ситуация остается такой же тяжелой, как и предыдущие годы. Как-то повлияла ли эта ситуация на предыдущий год? Добрый день, Ренат. Спасибо большое, что вы нашли время пообщаться с нами. Одно можно сказать с уверенностью. Предыдущий год был сложным, однозначно сложным. Это и в силу тех проблем, с которыми столкнулось и наше государство, и наше общество. Это пандемия, в первую очередь, борьба с которой продолжается и по сей день. Но, возвращаясь к нашей работе непосредственно, мы, подводя итоги, можем констатировать следующие факты. По результатам 2021 года в государственный бюджет Республики Абхазия поступило 3 миллиарда 394 миллиона рублей, что на 435 миллионов рублей больше от запланированной цифры, которая стояла у нас на 2021 год. Если мы берем в относительном выражении, это перевыполнение плана на 15%. Если брать небольшую историческую справку, то подобного рода результаты в послевоенной истории нашей страны, они неизвестны. Хотелось бы немного сказать о факторах и причинах, по которым удалось достичь таких результатов. В первую очередь, это повышение деловой активности в нашей стране. В том числе мы с вами прекрасно знаем, что курортный сезон достаточно успешно был в 2021 году. Можно говорить о факторах, которые способствовали этому. На мой взгляд, одним из положительных факторов — это вся та же пандемия, которая ограничила возможности граждан Российской Федерации, которые в первую очередь приезжают в нашу страну, ограничила их в выезде в зарубежные страны. Ситуация, которая складывалась в других странах, способствовала тому, что люди решили провести свой отпуск, провести свой отдых именно в нашей стране. Что и повлияло, безусловно, на рост экономических показателей. Мы с вами видим практически увеличение таких параметров, как по импорту. Мы видим увеличение параметров по товарообороту, по выручке, по увеличению выручки и ряду других показателей, которые, безусловно, являются основой для расчета и исчисления налогов. Вот, наверное, основные факторы. Ну и нельзя не сказать о работе самой налоговой службы, Министерства по налогам и сборам в целом. На мой взгляд, ряд мероприятий, которые нам удалось провести внутри нашей структуры, позволили нам достичь именно таких результатов. Какая работа была проведена, именно вот то, что вы говорите, внутренняя, именно ваша, что повлияло на такой исход? Если говорить о внутренней работе, то в первую очередь хотелось бы поговорить о результатах, которые были получены нами в результате проверки наших инспекций. Так вы знаете, что нами была проведена полномасштабная проверка Гудаутского района, а именно инспекции по Гудаутскому району, в результате которой были установлены ранее неучтенные налогоплательщики. И таких оказалось немало. Это порядка 163 налогоплательщиков, которые занимались предпринимательской деятельностью, но в силу тех или иных обстоятельств не были учтены у нас и, соответственно, не уплачивали налоги. Вот. Помимо этого,
усилен контроль за работой всех остальных инспекций. Мы проводили различные, в том числе и совместные контрольные мероприятия в части установления правильности соблюдения и правильности начисления и исчисления налогов и соблюдения действующего законодательства. Все вот эти вот мероприятия, на мой взгляд, привели к тем результатам, которые у нас сегодня есть. Говоря о неучтенных налогоплательщиках, можете вы сказать, какой ущерб был причинен государству за предыдущий год? Они ведь не за один день, эти фирмы, формировались, существовали предыдущие годы. Можно говорить о каких-то цифрах? Вы знаете, очень сложно назвать какую-то цифру и сложно оценить это в качестве ущерба, который наносился ранее. Следует отметить тот факт, что, опять же, в силу достаточно успешного курортного сезона многие предприниматели возобновили свою деятельность, многие предприниматели начали вновь заниматься. То есть все вот эти вот налогоплательщики тоже попадают у нас в этот список. На мой взгляд, самое главное соблюдать действующее налоговое законодательство налогоплательщиками. Ну а со стороны сотрудников Министерства по налогам и сборам наша прямая обязанность соблюдать правильность ведения их деятельности в плане налогового закона. Ну, в народе у нас бытует мнение о том, что налоги платить не нужно. С чем все-таки это связано и почему люди пытаются обойти закон в этом направлении? На мой взгляд, здесь все достаточно банально. По природе своей налоги предполагают собой обязательный платеж. То есть налогоплательщик, который занимается предпринимательской деятельностью, должен поделиться частью своего дохода с государством. Но таково устройство всех государств на нашей планете, и конституционная обязанность каждого налогоплательщика — это платить налоги. Если мы говорим о цели, с какой целью мы собираем налоги, то всем прекрасно понятно, что налоговые поступления составляют большую часть нашего бюджета. Более 50% нашего бюджета формируется за счет налоговых поступлений. Это деньги, которые направляются на содержание самого государства, на функционирование государства в целях реализации политики, социальной политики, экономической политики. Это то, что направляется на правоохранительные органы. То есть все то, без чего нормальное современное государство не может существовать. Когда мы поднимаем вопрос, а на что уходят налоги, можно просто привести элементарные примеры. Мы все с вами прекрасно понимаем, что социальная сфера нашей страны — это система здравоохранения, система образования, система правоохранительная. Вся она, безусловно, не может приносить какого-либо дохода прямого. В этой связи прямым обязательством государства является содержание всех этих структур в надлежащем виде. И чем больше, соответственно, будет собрано налогов Министерством по налогам и сборам, тем больше возможностей появляется у государства создавать современное правовое демократическое государство. Нет ничего совершенного, и в том числе и все-таки самой налоговой системы. Как вы считаете, принцип справедливости по налогам должен быть равный для всех или все-таки пропорциональный в зависимости от того, сколько человек зарабатывает? Но если мы с вами обратим внимание на действующее налоговое законодательство, а именно на налоговые ставки, то в большинстве своем они у нас выражаются в процентах, что дает нам основание полагать, что этот принцип в данном случае он у нас соблюдается. То есть чем больше человек зарабатывает, соответственно, тем больше налоговых платежей он перечисляет в бюджет. А в целом, если говорить более глобально о принципе справедливости, то, на мой взгляд, должен соблюдаться главный принцип обязательности уплаты налогов
и неотвратимости наказания за нарушение налогового законодательства. Понятно, что к каждому предпринимателю налогового инспектора мы представить не можем, но в установленные законом сроки рано или поздно обязательно налоговый инспектор придет и проверит прошедший период предпринимательской деятельности. И вот в этом случае принципиальным для меня вопросом является неотвратимость наказания. Если человек, понимая всю ответственность, которая следует за нарушением налогового законодательства, идет на такой шаг, то он должен обязательно понести ответственность. Все-таки, продолжая тему итогов года, хотелось бы вернуться ко всем районам, чтобы коснулись в цифрах каждого района, где все-таки благоприятная информация и более-менее где все-таки нужно работать еще. Ну, если мы говорим о структуре наших районов, то, как известно, да, в абсолютном выражении наибольшую часть налогов собирает у нас инспекция по городу Сухум. Это более 50% от всех собираемых налогов. Далее по объемам, если говорить, следует Гагарский район, Гудаутский район и по нисходящей все остальные наши районы. Если говорить об исполнении заданных планов, то все районы практически с задачей справились, за исключением Очимчирского района. И на этот счет есть объективные причины, так как бюджет Очимчирского района в основном формируется за счет рыбной отрасли, то есть предприятий, которые занимаются добычей, переработкой и реализацией рыбной продукции. Как вам известно, в 2021 году рыбы не было в стране, и ряд организаций, предприятий, которые занимались выловом и переработкой, они просто простаивали. Такое бывает. Если мы проследим динамику, то мы видим, что из года в год количество заплывающей, так скажем, нашей территории рыбы меняется. И, соответственно, 2021 год в этом плане был не совсем удачным. Но по тем данным, которые у нас есть сейчас, по данным экспертов, сейчас на текущий момент ситуация изменилась, рыба появилась в наших краях, ну и, соответственно, отрасль набирает обороты, что дает нам основание полагать, что в этом году ожидаемые налоговые отчисления от этих организаций мы получим. И в этом году квота будет выдаваться. Совершенно верно. Квоты выдаются, устанавливаются соответствующие нормы и правила по добыче, переработке. Будем надеяться, что и для самих налогоплательщиков, и для государства эта отрасль будет прибыльна в этом году. Одна из самых обсуждаемых тем на сегодняшний день, как и предыдущие годы, это тема НДС. Принцип справедливости все-таки здесь соблюдается? Говоря о принципе справедливости в вопросе НДС, хотелось бы все же обратиться к мировому опыту. Если мы посмотрим на опыт других стран, развивающихся, развитых стран, в том числе и нашего стратегического партнера Российской Федерации, то мы можем заметить, что в принципе механизмы, которые используются для администрирования данного вида налога, они одинаковые. Если мы с вами рассмотрим законодательство Российской Федерации, то мы увидим абсолютно аналогичные нормы, за исключением одного факта. В нашей стране отсутствует возможность прямого возмещения налога на добавленную стоимость, который в ту или иную силу переплачен был налогоплательщиком. В Российской Федерации такая возможность есть. Я объясню, почему в нашем законодательстве на данном этапе внедрение таких механизмов по прямому возмещению НДС нецелесообразно. Учитывая низкий уровень системы автоматизации в части администрирования налога на добавленную стоимость, введение такой нормы повлечет, и мы можем об этом говорить с уверенностью, к росту
злоупотребления недобросовестными налогоплательщиками данным механизмом. То есть по факту мы получим массу возмещений тех объемов налогов, которые по сути в бюджетную систему не поступили. В Российской Федерации, если мы опять же обратимся к опыту, этот вопрос в 90-е годы, в начале 2000-х годов, он был колоссальной проблемой для государства. И государство теряло на возмещениях огромные суммы денег. Но с развитием технологий, которые используются в системе администрирования налога, с развитием программных продуктов, которые позволяют четко контролировать порядок начисления, уплаты и возмещения НДС, данная проблема сошла на нет в Российской Федерации. И я уверен, что в нашем случае, когда мы подтянем свой уровень системы администрирования в плане технического оснащения информационными технологиями, мы тоже можем к этому вопросу вернуться. Но, возвращаясь о справедливости, основная несправедливость, по мнению противников этого вида налога, заключается в том, что налогоплательщику, который перевозит товары, приходится до момента их реализации уплачивать на границе налог на добавленную стоимость. Но хотелось бы сказать, что и в этом случае действующее законодательство предусматривает определенные механизмы, которыми могут пользоваться налогоплательщики. Это отсрочка по уплате таможенных платежей, в том числе и налога на добавленную стоимость. Такая возможность есть, установлен порядок, по которому данная отсрочка предоставляется. И в случае, если участник внешнеэкономической деятельности занимается, так скажем, достаточно прозрачно своей деятельностью, он может заявить о своей просьбе в соответствующий орган, в данном случае это Государственный таможенный комитет, и получить данный вид отсрочки, что позволит ему в этот период, в течение 2 месяцев, благополучно реализовать свою продукцию и уже уплатить все необходимые платежи. Наше законодательство предполагает единственную возможность при возникновении переплаты по налогу на добавленную стоимость, возможность зачета по налогу на прибыль. То есть НДС, который переплачен налогоплательщикам, в будущем может быть зачтен в качестве налога на прибыль, что на самом деле тоже является достаточно удобным механизмом администрирования данного вида налога. Иное количество времени Абхазия пользуется безналичным расчетом. Мы можем говорить сегодня о каких-то плюсах и минусах этой системы? Безусловно, безналичные расчеты в нашей стране, они развиваются. Я так хотел бы сказать, что в связи с развитием различных банковских продуктов, в том числе и в связи с введением платежной системы АПРА, в нашей стране безналичный оборот увеличивается. Но хотелось бы, чтобы эти процессы в нашей стране проходили более, так скажем, оперативно, и большая часть наших налогоплательщиков, да просто потребителей, граждан, которые покупают что-либо, рассчитывались в безналичной форме. В чем основное преимущество для государства, ну и для самих плательщиков, которые осуществляют эти расчеты? В первую очередь это прозрачность. То есть налогоплательщик, который осуществляет свою деятельность только в безналичной форме, ему абсолютно нечего скрывать, у него нет необходимости проводить какие-либо серые сделки для того, чтобы вести свою деятельность. Для государственных органов это прозрачность, это возможность, даже не выходя на проверку конкретного налогоплательщика, определить, насколько правильно он ведет свою деятельность и насколько правильно начисляет и уплачивает налоги. Для граждан, которые пользуются, в частности, пластиковыми картами, банковскими картами, это вопрос безопасности.
То есть у нас отпадает угроза каких-либо похищений, преступлений, да, мелких в части похищения денежных средств граждан и так далее. То есть это тоже удобно. Более того, мы не можем, да, жить в отрыве от всего мира. Мы видим, что безналичные расчеты, электронные расчеты, все это бурно развивается в нашем мире. И сегодня в любой среднестатистической стране гражданин, сидя дома, используя систему интернет, может приобретать или реализовывать те или иные товары для собственных нужд. То есть это тема, которая развивается, и нам в этой связи необходимо тоже следовать этому тренду и наращивать обороты по безналичным расчетам. Относительно недавно на сайте Министерства по налогам и сборам появилась новая услуга «Личный кабинет». Все-таки наши граждане начали активно пользоваться или нет? Как было воспринято новое такое новшество на вашем сайте? Есть ли какие-то комментарии, может быть, по этому поводу? Хорошо, что вы отметили новую услугу, которую мы реализовали в прошлом году. Это личный кабинет для индивидуальных предпринимателей. Опять же, пытаясь идти в ногу со временем, мы, понимая всю эффективность реализации подобного рода инструментов, пытаемся внедрять все, как говорится, чтобы налогоплательщику в первую очередь было удобно. Если говорить о конкретной услуге, то, возможно, есть определенная, так скажем, существует определенный вакуум в информации, хотя мы с этим пытаемся бороться и на нашем сайте через средства массовой информации информируем наших налогоплательщиков о вновь возникшей возможности. Если говорить о статистике, то, учитывая короткий период работы данной услуги, пока, конечно же, всех индивидуальных предпринимателей перевести на электронный обмен расчетами нам пока не удалось, но динамика достаточно хорошая. Люди, особенно, так скажем, молодого и среднего возраста, активно и с удовольствием переходят на использование данного инструмента, основным преимуществом которого для налогоплательщиков является отсутствие возможности приходить вообще в налоговую инспекцию, тем более учитывая эпидобстановку, которая складывается у нас, налогоплательщик может посетить наш сайт, зайти в свой личный кабинет и оформить те документы, которые ему необходимо сдавать ежемесячно. Это упрощает и работу налоговой службы, делает ее более прозрачной, то есть не происходит прямого контакта между инспектором и налогоплательщиком. Все это хранится в электронном виде, это удобно и архивировать, и потом далее работать с этой информацией в целях формирования различного рода отчетов. Ну и сам предприниматель в любое время, обратившись к своему личному кабинету, может посмотреть, какие налоги он показал, какие он уплатил и так далее. В последнее время мы часто слышим о реформах. Все-таки реформы в налоговой системе сегодня необходимы, и если да, то с чего нужно начинать? Безусловно, реформы в налоговой системе необходимы. Время не стоит на одном месте. Все в нашем мире динамично меняется. И налоговое законодательство не исключение. На мой взгляд, первостепенной задачей для нас является реализация проекта по установке контрольно-кассовой техники. Это очень важный вопрос, это фундаментальный вопрос, который позволит нам продолжить реформу в части введения упрощенной системы налогообложения. Это то, о чем мы достаточно давно говорим, и на площадке парламента, и в обществе этот вопрос обсуждается, потому что очевидно, что упрощенная система налогообложения имеет ряд преимуществ для малого и среднего бизнеса, ну и ряд, так скажем, преимуществ для
государственных органов, которые администрируют этот вид налога. Но в чем заключается основная загвоздка? Пока у нас с вами не налажен учет выручки, учет оборота, который у нас в экономике, говорить о эффективном и успешном, об успешной реализации упрощенной системы налогообложения не приходится. То есть первостепенным шагом является реализация контрольно-кассовой техники. Это позволит нам поднять уровень учета выручки на совершенно новый качественный уровень, а далее у нас появляется возможность реформировать налоговое законодательство. Первое, путем введения упрощенной системы налогообложения. Вторым шагом последует существенное реформирование специальных систем налогообложения, которые у нас существуют на сегодняшний день. Это так называемый специальный налог и патентная система налогообложения. Именно данные системы на сегодняшний день, в частности, если мы говорим о специальном режиме налогообложения, являются неэффективными. На сегодняшний день именно специальный режим налогообложения, он изжил себя. В определенных случаях налоги, которые должны уплачиваться налогоплательщику на спецналоги, они несправедливы. Мы можем взять яркий пример в отношении мелких налогоплательщиков, занимающихся размещением отдыхающих. Да? Это люди, которые обязаны платить по определенной ставке за весь номерной фонд. Но в ситуации, когда в начале сезона, когда номерной фонд у этих людей заполнен на 10, на 20%, естественно, уровень налогообложения, он несправедлив. А с другой стороны, когда сезон достигает пика и заполненность, так скажем, отелей, мини-гостиниц, которые работают на специальном режиме, она достаточно высокая, уровень налогообложения, он также несправедлив по отношению к государству. В этой связи реформирование налогового законодательства должно пойти именно по такому пути. И самое главное условие — все нововведения и новшества должны опираться на внедрение информационных технологий. На сегодняшний день у нас есть яркий пример. Это налоговая система Российской Федерации. Это уровень развития систем автоматизации, которые используются нашими коллегами. У нас есть прямые контакты, у нас есть возможность обмена опытом, что мы и делали в конце прошлого года. И очевиден тот факт, что внедряя те или иные программные продукты в части администрирования налоговых платежей, практически всегда отмечается существенный рост поступлений. Это говорит о технологиях, которые используются в различных странах, и те инструменты или те методы, которые использовались ранее, да, так скажем, в советский период или в период послевоенный в нашей стране, они, естественно, являются трудоемкими, они являются неудобными как для налогоплательщика, так и для контролирующих органов. То есть чем больше новшеств мы будем внедрять, чем больше возможностей и удобств будем предоставлять налогоплательщикам, тем эффективнее будет наша работа. Тема, которую невозможно обойти стороной, это коррупция. Какая работа ведется в этом направлении? Ну, если говорить о коррупции в самой системе налоговой службы, то хочу сказать, что эта работа никогда и не прекращалась. И я, безусловно, продолжаю эту деятельность. В нашей работе очень важно сохранить и поднять имидж налогового инспектора. Очень, учитывая наши небольшие размеры, я имею в виду нашей страны, учитывая, что в нашей стране практически все мы друг друга знаем, и сложно что-либо скрыть
в нашем обществе, кстати, это плюс в нашей работе, я придерживаюсь следующего. Если тот или иной инспектор в своей работе допускает ошибки, нарушает установленные порядки, нормы, инструкции, которые четко регламентируют всю его деятельность и порядок общения и работы с налогоплательщиком, то он обязательно должен понести ответственность. Эта ответственность не может быть нивелирована ни дружескими отношениями, ни родственными. На моем опыте уже есть ряд нарушений, которые были выявлены на первых порах. Если нет, так скажем, состава уголовно наказуемого деяния, то мы, значит, прибегаем к дисциплинарному взысканию, а во второй раз мы просто прощаемся с этим человеком. И очень важно, чтобы молодое поколение, которое приходит на службу в налоговые органы, руководствовалось именно принципами соблюдения закона и пониманием того, что, нарушив закон однажды, человек обязательно сделает это и в следующий раз. И самое главное, мы все должны прекрасно понимать, что наша деятельность, она является очень важной для строительства нашего современного государства. И подход каждого инспектора, я сейчас говорю о системе нашей, это принципиальный вопрос, к которому у нас не должно быть никаких, так скажем, возможностей по прикрытию этого нарушения или одобрению. Это исключено. Любой инспектор должен знать, что нарушение его трудовых обязанностей влечет как административную, так и уголовную ответственность. В этом плане мне кажется, что рано или поздно руководству станет известно о недобросовестной деятельности того или иного инспектора. За то время, как вы возглавляете министерство, какое количество сотрудников все-таки понесли дисциплинарные, может быть, наказания или, может быть, кто-то был уволен? Ну, в качестве примера, если мы говорим, опять же, да, о той проверке, которая была осуществлена в мой период, это масштабная проверка Гудаутской инспекции, практически больше половины, 60% действующих сотрудников были привлечены к дисциплинарным взысканиям различного рода тяжести. То есть бывали случаи, когда допускались ошибки по простой безответственности, по отсутствию соответствующего контроля за инспектором. Бывают ошибки, которые не влекут за собой тяжелых последствий или нанесения ущерба государству, но они влекут за собой снижение уровня эффективности организации, и мы это тоже пресекаем. Ну, а те моменты, где явно выявляются, так скажем, коррупционные схемы или отношения, которые привели к существенному ущербу для государства, там мы применяем уже более жесткие меры. Значит, дисциплинарные взыскания, ну и были факты увольнения нескольких инспекторов. Тема декларирования доходов и расходов активно обсуждалась последние несколько лет. 31 августа база данных была закрыта. Дальше какая работа была проведена? Какое количество людей сегодня в базе данных? Или какое количество, скорее правильнее будет сказать, организаций? Каких организаций? Какая работа сейчас проводится? Ну, работа не прекращается и сегодня. Более того, мы наращиваем обороты. О своих результатах мы публично заявляли, и о тех данных, которые нам удалось увидеть в нашей общей базе, которая располагается на сайте Министерства по налогам и сборам. Хочется сказать следующее. Закон новый, и важность этого закона, я думаю, ни у кого не вызывает никаких сомнений. Закон принят, и наша прямая обязанность его исполнять. Учитывая определенные сложности, которые
возникают в процессе реализации, ну и, так скажем, отсутствие опыта, да, то есть налоговая служба, наделенная определенными полномочиями в рамках данного закона, никогда такого вида деятельностью не занималась. Это как и для нашей страны в целом, так и для налоговой службы это определенное нововведение. Что было сделано за прошедший период? Как вами было отмечено, в установленные сроки, установленные законом сроки, возможность внесения декларации на сайт МНС была приостановлена. На текущий момент были выявлены организации, которые не запросили пароль и логин, соответственно, для получения технической возможности внесения данных в установленные сроки и, соответственно, не разместили свои декларации. Далее, нами был сформирован перечень организаций, и вся эта информация была направлена вышестоящим органам, в кабинет министров. Более того, понимая тот объем работы, с которым мы столкнулись и будем сталкиваться далее, было принято решение о создании специального управления, антикоррупционного управления, которое непосредственно будет заниматься исполнением данного закона. Могу проинформировать, что правительство Республики Абхазия утвердило новое штатное расписание Министерства по налогам и сборам. Нам одобрили увеличение штатной численности в количестве 5 сотрудников данного управления. Далее, в установленном порядке на конкурсной основе проводился отбор кадров, которые заявились в качестве кандидатов. Хочу отметить, что достаточно высокий интерес был к вакансии в этом управлении. На 5 позиций, которые мы планируем открыть, более 45 человек подали свои заявки, заполнили соответствующие анкеты. Первый этап пройден, собеседование прошли практически все кандидаты, которые подавали заявки. Следующий этап — это отбор тех людей, которые в процессе собеседования набрали наибольшие баллы. Дальше в установленном порядке будут отбираться люди на прохождение стажировки в Министерстве по налогам и сборам. Ну и начнется полноценная работа по формированию данного управления. Здесь хотелось бы сказать, что вопросы различного характера возникают, и вопросы организационного характера. Это и определение места, где будут располагаться данные сотрудники, это и материально-техническое обеспечение всем необходимым, это и техника, это и соответствующие инструкции. Нами было разработано специальное положение о данном управлении, которое четко регламентирует все их права и обязанности, то, чем они должны заниматься и как они это должны делать. Параллельно с этим ведется работа по созданию программного продукта, нового программного продукта, который позволит нам формировать базу данных со всеми декларациями, которые сдаются в Министерство по налогам и сборам. Как вам известно, действующий закон, а именно статья 8, предполагает исчерпывающий перечень информации из деклараций, которые публикуются на сайте, что мы, соответственно, и соблюдаем. Но было принято решение, что в целях более эффективной работы, внутренней нашей работы, и в целях взаимодействия с другими правоохранительными органами будет создаваться полноценная электронная база, которая будет содержать все данные, указанные в декларации, для дальнейшей работы по установлению достоверности и правильности отражения информации.
И все это будет реализовано в ближайшее время. По неофициальной информации, одному из активистов продвижения этой темы была предложена руководящая должность этого нового управления. Насколько эта информация достоверна, кому она была предложена и к чему в итоге пришли? Ну, на самом деле, я бы хотел прокомментировать. Все это идет в ключе сказанного мной ранее. В Министерстве по налогам и сборам установлен порядок приема граждан на работу в Министерстве по налогам и сборам. И данное управление не является исключением. То есть мы руководствуемся установленным порядком. Значит, объявили конкурс. Кстати, упомянутый вами значит, человек, Астамур Какали, мною очень уважаемый, он один из, так скажем, ярких общественных деятелей, который значит, боролся за конкурсный отбор. Мне этот принцип и эта позиция очень импонирует. Я сам считаю, что наиболее качественный и эффективный отбор кандидатов возможен только в процессе конкурсного отбора. В рамках объявленного конкурса, значит, Астамур Какали тоже принял участие, безусловно, наряду со всеми остальными участниками. Вот. Он прошел собеседование с комиссией. Вот. Мы общались, мы обсуждали различные варианты, как и со всеми кандидатами. И, безусловно, учитывая, что у него в сравнении с другими молодыми кандидатами, у него значит, достаточно богатый трудовой опыт, вот, и в части проведения различных контрольных мероприятий, проверок. Естественно, я с ним общался на тему возможности его возглавить данное управление в случае, естественно, если он пройдет все установленные этапы и процедуры. Мы общались о его видении работы, о том, как он видит дальнейшую работу данного управления. Но все это мы делали с одной целью, для того, чтобы прийти к общему мнению для получения наилучших результатов. Цель у нас одна — это борьба с коррупцией, это выявление незаконного обогащения чиновников. И в этом плане, как говорится, никаких споров, никаких разногласий у нас нет. И я очень надеюсь, в любом случае, будет Астамур работать в нашем ведомстве, не будет. Та поддержка, которую он и его значит, коллеги оказывали нам на протяжении всего этого периода реализации закона, она на самом деле для нас очень ценна. Мы видим то, что запрос в обществе на реализацию данного закона существует, и мы будем прикладывать всяческие усилия для того, чтобы достичь результатов. Вопрос в другом. Учитывая сложность вопроса и учитывая, что на каждый момент должны быть определены свои временные рамки, вот в этом, может быть, в какой-то степени мы ситуацию смотрим по-разному. Но цель у нас одна, и я думаю, что о работе данного управления вы обязательно услышите. И мы планируем систематизировать, значит, так же, как и отчитываемся о своей текущей работе, да, ежемесячно. Также планируем и доводить до нашего общества те результаты, которые будут нами достигнуты. В конце прошлого года на одной из пресс-конференций вы заявили о том, что есть необходимость обратиться к спикеру парламента для разъяснения одной из статей. Вы получили ответ? И вообще расскажите, в чем проблема этой статьи? Значит, да, на самом деле нами было направлено письмо на имя спикера парламента, значит, с просьбой обратить внимание на существующие проблемы в данном законе. Речь идет о том, что одна из статей, определяющая порядок, да, публикации деклараций на сайте, содержит в себе определенные противоречия. То есть часть первая гласит, что на сайте Министерства по налогам и сборам должна публиковаться вся декларация, а часть вторая
определяет исчерпывающий перечень информации, которая должна быть опубликована. И она отличается от той, которая содержится в самой декларации на бумажном носителе. И ряд других вопросов, которые мы, значит, задавали спикеру, они, ну, по крайней мере, на текущий момент ответа никакого не получили. Но я так понимаю, что вопрос вообще антикоррупционного законодательства — это не только вопрос данного закона, это целая система, которая включает в себя ряд нормативно-правовых актов, в том числе и законов. Это, но самое главное, что произошло, на мой взгляд, это понимание того, что каждый чиновник должен быть честен перед своим народом и перед своим государством. Процесс начался, работа началась. Возможно, я думаю, что в установленные сроки, в установленном порядке будут вноситься определенные изменения, поправки, уточняющие, да, или которые приведут к более эффективному исполнению данного закона. Это нормальная ситуация для любого закона. Идеальных законов не бывает. В процессе его исполнения могут возникать различные вопросы. Но самое главное, что закон принят. И исполнять его мы, как один из органов, на которые возлагаются определенные полномочия, мы его будем. Вы отмечали, что необходимы специалисты, IT-специалисты для разработки сайта. На какой стадии сегодня эта работа? Это уже пройденный этап. Нам удалось найти ребят, которые занимаются подобного рода программами. Первый, так скажем, первый продукт нашего совместного сотрудничества — это та база данных, которая у нас уже работает на сайте. Далее мы, значит, выступили заказчиками по разработке другого продукта, который позволит, как я говорил ранее, формировать всю информацию, которая содержится в декларации. Но, опять же, учитывая нормы, установленные законом, данная база данных с полными, значит, сведениями, она будет доступна только для, значит, правоохранительных органов и уполномоченных сотрудников Министерства по налогам и сборам. То есть это уполномоченные люди, которые непосредственно будут работать с этими данными в целях установления нарушения закона. Это наши местные специалисты? Да, это наши местные ребята, с которыми Министерство по налогам и сборам достаточно давно и продуктивно работает. Это люди, которые являлись разработчиками ряда наших программных продуктов. То есть ребята надежные, проверенные. И я уверен, что в обозначенные сроки они представят нам тот продукт, который мы хотим увидеть. Текущий год только начался. Какие надежды вы возлагаете? И пока мы не можем все-таки не говорить об эпидемиологической обстановке, мы еще не знаем, что нас ждет, но какие все-таки результаты вы ждете? Ну, учитывая все сложности, которые все еще сохраняются у нас в плане эпидобстановки и ситуации в целом, как минимум я ожидаю, чтобы год был не хуже 2021, ну а как максимум лучше. И могу сказать, почему у меня такие надежды. Мы с вами не коснулись, на мой взгляд, очень важного блока. Это блок взаимодействия с нашими российскими коллегами. У нас в 2021 году была достаточно обширная работа по взаимодействию с российскими коллегами. В части приезжала делегация, о которой говорили в средствах массовой информации. Мы запланировали план мероприятий, по которому будем двигаться дальше. Основная цель нашего взаимодействия — это повышение уровня системы администрирования в части автоматизации. Это тот, так скажем, недостающий инструмент в нашей деятельности, который позволит нам существенно улучшить результаты нашей работы. И те
планы и те мероприятия, которые намечены, в первую очередь, это взаимодействие с целью реализации и установки контрольно-кассовой техники в нашей стране. У Российской Федерации достаточно успешный опыт в реализации подобного рода задач, и мы очень надеемся, что с помощью наших коллег все вот эти вот шаги поэтапно мы будем эффективно проходить, и это будет увеличивать эффективность нашей работы, что в конечном счете будет сказываться на объемах налоговых поступлений в бюджет. Спасибо большое за интервью, спасибо, что вы нашли время для абхазского телевидения. Мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо вам. Всегда пожалуйста.